Сегодня у нас состоялась встреча с нашими абитуриентами, которые в качестве которые выбирают направление социальная работа. И, в общем-то, целью сегодняшней встречи у нас было еще раз объяснить, что такое социальная работа, какова ее востребованность в обществе, каково ее содержание. На встречу пришли выпускники, пришли родители, чему мы очень рады, представители нашего института, директор института, ответственный секретарь приемной комиссии от нашего института. Отрадно, что на нашей встрече был представитель нашего главного работодателя, заместитель руководителя агентства Республики Коми по социальному развитию Ганов Максим Алексеевич, тоже, кстати, наш выпускник, которым мы очень гордимся. Если говорить о социальной работе, почему, собственно говоря, состоялась эта встреча? Дело в том, что социальной работе у нас в России всего 20 лет. Это очень небольшой срок для того, чтобы понять, что это за новая профессия. А профессия это очень востребована в обществе. И хочу сразу же здесь сказать, что у нас на протяжении всех 20 лет существования нашей кафедры идет 100% трудоустройство выпускников. Более того, еще остаются вакантные места, то есть спрос на выпускников есть, а выпускники уже трудоустроены. Профессия очень интересная, профессия новая, профессия, смотрящая в будущее. Основная миссия вообще социальной работы как профессии – это формирование социального благополучия в обществе. И вот это новое понимание самой профессии, самой специальности. Оно как раз отражено, наверное, и в новом госстандарте, по которому сейчас поступающие в этом году ребята будут обучаться. Потому что если раньше у нас основным работодателем, как я уже говорила, выступало агентство Республики Коми по социальному развитию, то сегодня уже в государственном стандарте зафиксировано, что наши специалисты нужны прежде всего в МЧС, в системе УФСИН, в Министерстве образования, в здравоохранении, в общественных организациях. Развитие социального предпринимательства – это сфера нашей всей деятельности. Круг возможностей трудоустройства очень широк. Но и более того, что специалисты социально ориентированные, которых мы готовим в рамках нашего направления, нашей специальности, нашего института, он как раз позволяет, отвечает современным требованиям. То есть это ребята, обладающие широкими университетскими знаниями в очень различных областях. Это и экономика, и правоведение, и педагогика, и психология, и медицина, менеджмент. И помимо, не просто они обладают знаниями университетского уровня, наша задача, как раз в чем специфика социальной работы, это не только, чтобы студенты владели этими знаниями, а уметь эти знания переводить в практическую плоскость деятельности. То есть уметь на практике реализовывать те знания. То, что сегодня требует современное общество. Важно не только хотеть, важно не только знать, важно еще и уметь грамотно реализовывать это на практике. И весь учебный процесс, собственно говоря, на этом направлении, он как раз и сочетает именно и теорию, и практику. И недаром, наверное, сегодня у нас здесь были наши студенты, представители добровольческого нашего движения «От сердца к сердцу», которое наши студенты очень любят, и им это интересно, потому что на самом деле они видят результат своей деятельности. Ведь любая профессия – это всегда труд, это всегда определенные усилия. Но в чем это сложности, но в чем радость этой профессии? Ты видишь результат. И ты видишь результат действительно своего труда и видишь, как людям становится от твоей деятельности лучше. Не это ли высшее призвание вообще человека и, собственно говоря, этой профессии? На сегодня к нам, на наше направление, предусмотрено контрольными цифрами приема 25 бюджетных мест. Целевых мест 3 на сегодняшний день у нас, 3 целевых места. Есть
контрактная форма обучения, или как она называется, форма обучения с полным возмещением затрат. Что касается заочной формы обучения, она тоже, мы набираем студентов, но набор в этом году идет только на контрактной основе. Ну, ждем. И больше, конечно же, студентов заочной формы обучения. Мы очень ждем тех, кто имеет практический опыт работы, прежде всего. Факультет социальной работы готовит современных специалистов, и отличие от других, наверное, факультетов, то, что специалисты получают образование современное и которое соответствует современной ситуации как в республике, так и в стране. Те социальные проблемы, которые происходят, которые постоянно возникают, которые меняются со временем, как раз на этом факультете учат, как их решать, и студенты, выходя из университета, будучи специалистами, подготовленными специалистами, знают, как решать, и предлагают возможные решения возникающих социальных проблем. В рамках учебного процесса все студенты, обучающиеся и на очном, и на заочном, проходят учебную практику в учреждениях. То есть у них обязательная практика, все 4 или 5 лет, в зависимости от программы, они проходят по специальности. Либо это социальная защита, либо это социальная работа с детьми, либо социальное обслуживание, работа в домах, интернатах. И проходя на практику, они попадают на карандаш руководителям учреждений, ну, благодаря в том числе и волонтерской деятельности, которая сопровождает студентов на все годы обучения, попадают на карандаш, и уже руководители сами принимают решения. То есть они делают предложения, реальные предложения по выпуску. Также и параллельно совмещение есть. Студенты работают на последних старших курсах, совмещают работу в учреждении социального обслуживания. Потребность в специалистах есть, потребность в подготовленных специалистах есть. И я думаю, что факультет готовит хороших, грамотных специалистов. Я закончила 28-ю школу, это ВСЖ, и решила поступать в госуниверситет. Я когда сюда пришла, мне посоветовали социальная работа. Я согласилась, подала на туда документы. Мне рассказали об этой профессии много всего, и мне понравилось. И также мне просят участвовать во всех разных мероприятиях, которые проходят в госуниверситете. И я соглашаюсь на них. Как абитуриент. Хотя и все принимают как родного человека, все, кто учится, неважно на каком курсе, 3-й, 4-й, и абитуриентов они воспринимают как своих, и как будто мы с ними вместе учимся. В дальнейшем я бы хотела работать с детьми, также и с пожилыми людьми, и с инвалидами.